Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, значит, родом я из Якутии, и сегодня я расскажу об главном якутском религиозном празднике. Значит, он называется Исех и проводится в день летнего солнцестояния, это 22 июня, и вообще-то в древности он шел 3 дня и 3 ночи. Значит, а сейчас в современном, значит, его исполнение это 2 дня. То есть день-ночь, день-ночь. Так вот, значит, почему он считается религиозным? Ну, как бы, раньше он считался религиозным, а потом в советское время он стал считаться национальным и культурным. Потому что в советском обществе, ну, при коммунистическом режиме, всякое религиозное было коммунистическому режиму чуждо, и у них была привычка все это выравнивать винтовкой. Да, это была довольно так, как сказать, повсеместная практика. Так вот, поэтому в Якутии существует один единственный крупный праздник. То есть, если бы они его запретили, ситуация бы совсем у них стала сложной. И поэтому они провели его с некоторыми коммунистическими, значит, корректировками. Значит, они сделали его, то есть, неполный смысл этого праздника, а часть говорилась, а часть умалчивалась. Во-первых, он одновременно считается якутским Новым годом. Почему таким образом происходит? Почему именно вот 22 июня? Дело в том, что если посмотреть, например, христианский религиозный главный праздник, это здесь я в Америке узнал, что вообще-то это идет с 22 декабря, там 23, 22, 24, так, где-то вот с 22 по 24, что ли, или по 25, как-то так. Потому что это время зимнего солнцестояния, когда солнце уходит максимально вниз и остается там 3 дня. Это считается, что, ну, как бы солнце умирает, а потом солнце рождается. Как бы так. А в Якутии наоборот, это 22 июня. То есть, когда солнце на самом верху, и он стоит там 3 дня. А потом он поворачивается, и дни становятся короче. Так вот, в Якутии именно в эти дни наступают самые длинные белые ночи. Точнее, там ночь фактически сама по себе исчезает. То есть, появляется, значит, вечер, а потом он плавно перетекает в утро. То есть этого самого нету, ночи нету. Поэтому люди ходят, значит, 24 часа в сутки. То есть несколько дней подряд это идет. То есть в данном случае 2 дня. Так вот, почему это считается началом года? Во-первых, потому что после Эсеха все идут на сенокос. Начинается время сенокоса. Он обычно идет 1 месяц. Где-то вот к началу августа, к первой неделе августа основная масса якутов заканчивает сенокос. Но если это большое хозяйство, то и весь август это идет. Вплоть до сентября. Так вот, а потом идет охота, то есть охота на уток. Это сейчас превратилось вообще в национальный вид спорта. Потом идет ягоды, грибы. Это запас на этого самого ягод и грибов на зиму. То есть запасаются сеной на зиму, потому что зима будет очень длинная. Второе, это запасается утками и запасается ягодами, грибами. А потом начинается охота на этого самого зайца. Потом дальше крутые могут пойти дальше еще охотиться на более крупные животные. Значит, и начинается забой скота.
То есть нужно запастись мясом на зиму. Ну, как говорится, в Якутии очень длинная зима. Так вот, а потом начинается зима. Этот забой начинается, когда выпадает первый снег. Тут не тот снег, который растает, а тот снег, который будет лежать до весны. И люди его знают. Это называется кыстык-хар. Да? Как только он выпал, начинается забой скота. И люди бегают с большими мешками и кусками мяса, все это распиливается вот на маленькие куски, забивается все это, значит, в мешки, и это складывается до весны. А потом приходит вот этот самый бык, его называют еще ос. В якутском понимании зима — это бык. Так вот, когда наступают первые морозы, 30 градусов, где-то от 30 до 40 градусов, его называют, что у него вырос один рог. Ну а потом у нас, как говорится, зима не останавливается, он идет дальше, и минус 50 градусов и больше. То есть имеется в виду 50 градусов и ниже температура, то есть меньше 50 градусов, то есть 55, 52, это нормально. Так вот, там говорят, что вырос второй рог, значит, этого самого быка. Так вот, и наступает вот этот лютый мороз, январь, февраль. Потом месяц Мусустар, он ничего не говорит, на самом деле это должно было быть весна, но это не весна. А потом все люди начинают ждать весенней охоты на уток, потому что вот все запасы к этому моменту заканчиваются. Так вот, значит, как только начинается весенняя охота, появляется опять еда. То есть в древности так было. То есть люди заканчивали еду, постепенно становилось тепло, ждали, когда придет утки, чтобы можно было поесть. И как только появляются утки, то эти озера сразу одновременно начинают разливаться. И появляется карась. Значит, осенью есть большая рыбалка на карасей. Это тоже они делают запасы, несколько мешков на зиму. Так вот. И вот это, значит, весной караси и, значит, утки. А забой скота там запрещен. То есть люди там уже из последних сил должны продержаться до лета. Летом, то есть к концу весны и началу лета у нас в Якутии лето начинается вот с 22 июня, потому что это открытие еще и купального сезона, который продлится всего 1 месяц. То есть в июле купаются до августа, и в принципе в августе уже прохладно, там купаться нельзя. Так вот, как только наступает время Исеха, 22 июня, баи, купцы, это атыгыт называется, да, и главы сел, главы городов там тогда и главы родов, они называли тойон. И вот эти три, они выступали спонсорами, то есть они забивали свой скот. Ну, они же богатые люди. И купцы покупали, баи выставляли своих, а тойона они покупали тоже у кого-нибудь, ну там. И говорили, ты от меня 10 коров, например, а от меня 10 лошадей, например, вот так. И все это забивается, и праздник называется Исех. Исех — это от слова гар, это значит раздавать или разбрасывать. Так вот, это начало, как сказать, что тойоны, они и баи, они проводят первое меценатство. Это в якутской культуре. Тот, который сделает 22 июня такую большую щедрость, тот сделает ютё, то есть добрые дела. Он должен делать, не отрывать от сердца, а просто это щедрость. И в это время, значит, как говорится, почему считается религиозным? Потому что в тот день, 22 июня, утром, с первым рассветом, с первыми лучами солнца, значит, раньше говорилось, что спускаются аи, то есть белые, ну, жители верхнего мира, эти придумщики. Так вот, они спускаются, и они пируют с людьми 3 дня и 3 ночи. Вот так было раньше. Так вот,
А в советское время это нельзя было сказать. То есть это было... Как это можно было... Там первый секретарь обком стоит, и он же не сможет гостям из Москвы, например, особенно ОГПУ или НКВД, сказать, что этот, например, шаман делает. И почему он до сих пор не расстрелян, например. Да? Вот. А они говорят, что это алгосчет, не шаман, то есть это не белый шаман, это просто алгосчет, который, а что вот эти все люди просто встречают солнце, то есть, значит, начало Нового года, потому что этот цикл, подготовка к зиме, он закончился, и будет эсэх, после этого эсэха весь трудящийся якутский народ пойдет на сенокос, и, значит, начнется подготовка к зиме. То есть у нас же ледниковый период никуда и не делся, поэтому, собственно, получается, опять цикл начался заново. То есть подготовка к зиме, сенокос, охота, рыбалка. Все подготовились, явился бык. Пережили этого быка, потом наступила голодная весна. То есть все уже ждут уток. Начинается охота на уток. Значит, потом значит, рыбалка и эсэх. То есть обжираются все. То есть можно 3 дня просто бесплатно есть, пить, гулять. Это пиршество Саи с богами на этой земле. То есть Аи считается жители верхнего мира, но потом я расскажу, что такое Тангара. Это как бы то же самое, но чуть по-другому. Аи это просто целая раса, которая живет, значит, наверху. Так вот, они спускаются и пируют людьми 3 дня. Раньше так было. Именно поэтому шаманы, они в эти 3 дня становятся неимоверно сильными. Особенно вот белые шаманы. И они проводят все вот эти обряды очищения, они проводят обряды алгыс, они проводят еще другие многие мероприятия. Дело в том, что каждый шаман, он же сам по себе индивидуален. И женщины-шаманки, их еще называют тоже удаганками. То есть оюн это мужчина, удаган это женщина. Это шаманы, да? Так вот. И в этот момент, значит, это величайшее событие в году, когда нужно думать позитивно, значит, чувствовать себя позитивно, значит, 3 дня просто радоваться жизни, потому что это последний период перед началом нового цикла подготовки к зиме. То есть, когда можно обо всем забыть, ни о чем не волноваться, просто радоваться. И главное, каждый якут считает себя обязанным побывать на этом эсэхе, потому что, ну, они спрашивают, они говорят, что вот либо в первый день надо побывать там, либо на второй день, либо ночью там просто концерты послушать, потому что ночью концерты идут. И просто там побывать, людей можно встретить. Якуты раньше жили это как бы хутора, этёх называлось. И они собирались вот именно вот на этот праздник, весь род мог собраться. И вообще вся округа, всех людей можно встретить за один день. Так вот. И раньше считалось, что можно было сделать пожелания. Это как бы новогодние пожелания на Новый год. Ну, как бы сейчас же так идут. Я желаю вам в новом году, это в современном обществе. То же самое было на эсэхе. И так как по вере считается, что Аи в этот момент ходят между людей и пируют вместе с людьми, то это как раз вот момент, когда ты можешь подать заявку на свои, значит, хотелки свои. Вот. И, значит, сейчас этот обряд производится примерно таким образом. Выходит алгысчит, то есть белый шаман, значит, у него 9, значит, девственников, мальчиков, ну, подростки с одной стороны, и 9 девственниц с другой стороны. Ну, это тоже подростки. Так вот, и все это выстраивается, разжигается огонь, и с первыми лучами солнца он подает самую большую алгыс начала года. То есть прошение за всех своих людей. И, значит, как говорится, всем Аи там говорится добро пожаловать. Но в советское время это, конечно, было очень сильно изменено. Без упоминания Аи это все делалось. И когда ставили сярга, значит, ну, столбы, на которых Аи будут привязывать своих лошадей,
начали их менять. То есть там не 3 кольца, а бывает всего 1 колец. То есть мы признаем только человечество, а значит Абха и Аи не признаем. Как бы, ну, это была советская доктрина, и поэтому в местах, где идут эсэх, можно увидеть серьги, в которых только одно кольцо, например, посередине. Бывает такое. Или слишком много. То есть всякие нанесенные узоры. Значит, раньше еще было такое, что на этом серьге сверху ставили именно того, кого бы они хотели видеть из Аи. Я потом расскажу, какие были великие Аи, какие были Тангара, и почему у некоторых серьге на самом верху лошадь, а у некоторых ворон, у некоторых просто чоран. Это все, значит, зависит от этого. В принципе, как бы об эсэхе можно сказать именно это. Вот если у вас, значит, отпуск получается именно к 22 июня, вы можете приехать, и в этот момент шаманы могут, они становятся самыми могущественными, то есть из 30-65 дней, именно вот эти 3 дня шаманы становятся очень сильными. И ихние алгыс, они очень часто исполняются. То есть это классно. Подписывайтесь на мой канал. Значит, если я доберусь до 1000, я буду этим заниматься профессионально. И я еще расскажу вам очень много классных вещей про якутскую культуру, религию и, в общем, шаманизм. Спасибо.